На телеканале «Культура», радиостанция «Маяк» и в интернете продолжают читать «Войну и мир» в прямом эфире. Сегодня третий день и на очереди третий том романа. В Казани произведение Льва Толстого звучит из аудитории Казанского университета. Все подробности у нашего корреспондента Зили Гариповой. Сегодня третий том, и это самая масштабная сцена татарстанского этапа телемарафона. Мы находимся в исторической аудитории Казанского университета. Здесь, за второй партой, в свое время сидел и Ленин. Сегодня ее открывают только в исключительных случаях и разве что для экскурсий. Но вот для проекта «Война и мир. Читаем роман» сделали исключение. Камеры настроены, связь налажена. Километры проводов связывают съемочную площадку с передвижными телевизионными станциями. Трансляцию обеспечивают наши коллеги с телеканала ТНВ. К включению готова и 16-летняя Анна Юсупова. Для участия в проекте девушка приехала из Ижевска. Свое видео на кастинг она прислала за день до окончания приема заявок. Долго не звонили. Уже и перестала надеяться, признается девушка. Очень волнуюсь, потому что мне надо стоять. Я не знаю, как бы мы живем в гостинице и периодически включаем телевизор, смотрим прямой эфир. И так волнуются люди. Думаешь, ой, бедные, так прямо жалко их. Думаешь, какой кошмар. Так. И руки трясутся, и все. Думаю, ну ладно, почитать. Все равно опыт. Произошло главное действие сражения. Самым простым, бесхитростным образом. В эфир канала «Культура» и радиостанции «Маяк» сегодня выйдут и помощник президента Татарстана Лейла Фазлеева, и генеральный директор Иннополиса Игорь Носов. Певица Эльмира Калимуллина в прямом эфире прочтет отрывок о главнокомандующем русской армии Михаиле Кутузове. Как школьница готовилась, честно. Мне прислали отрывок, я его несколько раз читала. Сначала с выражением, потом просто монотонно, потом пыталась как-то это все выучить, но все-таки я буду, естественно, подглядывать. За 5 часов до эфира вместе с режиссером трансляции они подбирают нужный ракурс. И здесь, конечно, тоже нет случайностей. Читать певица будет у стенда, посвященного самому Льву Толстому. В 1844 году он стал студентом Казанского императорского университета. Это включение состоится уже поздним вечером. Читать будут до победного, ведь завтра последний день марафона, а впереди еще один том. Зиля Гарипова, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.